В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об опасности на дорогах в связи с гололедицей. С начала года в регионе зафиксировано 1361 дорожно-транспортное происшествие. В Якутске стартовал фестиваль «Агрошкол». Главная цель мероприятия – профориентация школьников и обмен успешными образовательными практиками. Больше 200 человек со всей Якутии собралось в движения первых. Районы на республиканском уровне представляют победителей муниципальных этапов. В Жатае дети и взрослые занимаются плаванием в бассейне «Олимпия». Узнаем подробнее об удобствах бассейна. В Якутске на Белом озере прошли ежегодные лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди школьников. На старт вышли более 10 команд. В Якутии ограничили движение большегрузов на трассе Лена в связи с особо неблагоприятными погодными условиями. Движение ограничено с 18 часов 31 марта до 9 утра 1 апреля. На участке с 406 по 638 километры. Упордор Лена призывает водителей к осторожности, напоминает, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться к оперативному дежурному ведомству. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об опасности на дорогах в связи с гололедицей и ухудшением погодных условий. С начала года в регионе зафиксировано 1361 дорожно-транспортное происшествие, в которых травмы получили 172 человека. Еще 12 человек погибли. Особенно сложная обстановка наблюдается на федеральной дороге Вилюй, где отмечаются гололед, сильная скользкость и ограниченная видимость. Неблагоприятные условия затронули Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский и Мирницкий районы. Наиболее напряженная ситуация складывается на участке между Сунтаром и Мирным, где движение транспорта значительно затруднено из-за интенсивного гололеда. Дорожные службы активно ведут работу против гололеда, но из-за непогоды обстановка меняется быстро. Обращаемся к водителям. Если есть возможность, воздержитесь от поездок по этим направлениям. А если вы уже в пути, соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров и увеличьте дистанцию. Также будьте готовы к тому, что на мостах, спусках и подъемах усиливается скользкость. Берегите себя и близких. Если нет острой необходимости, воздержитесь от поездок до улучшения дорожных условий. Комитет Совета Федерации поддержал закон, позволяющий таксистам, физлицам и индивидуальным предпринимателям заключать краткосрочные договоры страхования ответственности сроком от 1 дня. Ранее такие полисы оформлялись минимум на год. Нововведение обеспечит гибкость для водителей, использующих такси как временную подработку, и позволит им существенно сократить расходы на обязательное страхование. Спикер парламента Якутии Алексей Ремеев на заседании Комитета Госдумы в Анадыре поднял проблему ограниченных границ территорий традиционного проживания КМНС в республике. В отличие от других регионов, в Якутии эти зоны ограничены лишь пределами населенных пунктов, что мешает коренным народам полноценно вести хозяйство на пастбищах и угодьях. Алексей Ремеев призвал Госдуму поддержать расширение этих границ для сохранения традиционного уклада и культуры народов Севера. Ветераны Великой Отечественной войны начнут получать выплату ко Дню Победы с 3 апреля. Ежегодная президентская выплата в 10 тысяч рублей поступит беззаявительно, вместе с пенсией или через почту. Размер выплаты установлен указом президента и составляет 10 тысяч рублей. Она предназначена для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Доставкой также займутся банки и почта по своему графику. Напомним, глава Якутии Айсан Николаев объявил о выплате 1 миллиона рублей участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Участники специальной военной операции продолжают трудоустраиваться в предприятия и организации республики. С начала года работу нашли 40 ветеранов. Еще 13 человек проходят обучение для дальнейшего трудоустройства. Также многие проявляют интерес к открытию собственного дела. В рамках национального проекта «Центр Мой бизнес» совместно с Фондом «Защитники Отечества» провел образовательную программу по основам предпринимательства. В ней приняли участие 24 человека, включая ветеранов СВО и членов их семей. Обучение завершилось разработкой и защитой бизнес-проектов, лучшие из которых получили поддержку на реализацию бизнеса.
Для организации обучения ветеранов специальной военной операции и членов их семей различным профессиям, в том числе через национальный проект «Кадры», филиал Государственного фонда 3 апреля 2026 года проводит День открытых дверей учебных заведений Республики Саха-Якутия. Учись, развивайся, работай. В мероприятии примут участие учебные заведения, предлагающие краткосрочные курсы. Приглашаем всех участников СВО и членов их семей для получения востребованной гражданской профессии по адресу город Якутск, улица Аюнского, 41/1. Молодежные организации Якутии стали резидентами Центра «Патриоты». Из 39 заявок конкурсный отбор прошли 12 лучших организаций. Все они представили свои проекты, направленные на развитие деятельности молодого поколения региона и которые будут реализовываться в стенах Центра. Среди них объединение молодежных организаций улусов Республики Зёма, молодежное правительство, Ассоциация молодых педагогов и другие. Резиденты будут вести активную работу в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. У нас проект называется «Гид молодежь». Для того, чтобы подготовить как можно больше интересных экскурсионных маршрутов с привлечением молодежи. И вот мы такую себе задачу поставили, чтобы, будучи резидентами молодежного центра «Патриот», повысить это количество и качество, чтобы наши люди знали свою историю, потому что у нас так много интересных мест, которых в интернете не найдешь. Более 30 финалистов и дипломантов Олимпиады СФФУ приглашены на трехдневную профильную смену вуза для знакомства со студенческой жизнью. 11-классники участвуют в творческих мастерских, проходят тестирование и узнают от преподавателей об образовательных программах, научной деятельности и возможностях зарубежных стажировок. Программа призвана помочь будущим выпускникам адаптироваться к университетской среде и определиться с выбором профессии. Это те 11-классники, которые стали дипломантами в 8, 9, 10, 11 классах и которые, если они сейчас дадут ЕГЭ по русскому языку на 75 баллов, они могут поступить без экзаменов во многие вузы России. Поэтому цель этого мероприятия как раз познакомить их с университетом изнутри. Сейчас у них начнется лекция Айтала Игоревича Яковлева. Это у нас один из топовых молодых преподавателей университета, который является лучшего студенческого кружка в России. Вот, то есть он им расскажет, как от успешного олимпиадника стать успешным студентом. В Якутске стартовал фестиваль агрошкол. Событие проходит в течение 2 дней в стенах Арктического государственного агротехнологического университета. Главная цель мероприятия – профориентация школьников и обмен успешными образовательными практиками. О том, как именно ребят привлекают к аграрным профессиям, расскажет Саргылана Неустроева. В этом году фестиваль агрошкол стартует уже во 2-й раз, можно сказать, что по традиции. Ведь теперь это событие будет проходить ежегодно. Неудивительно, фестиваль и во 2-й раз собрал свыше 300 участников из 30 агрошкол Якутии, в том числе и отдаленных арктических районов. У нас даже есть представители из Венно-Батантайского улуса, которые, несмотря на отдаленность, нашли время, возможности, финансы, чтобы представить свою агрошколу. Да. И самое интересное – продукцию своей школы. Одной из самых популярных площадок фестиваля стала ярмарка, товары для которой изготовили сами дети. При этом все изделия выполнены на достаточно высоком уровне, а некоторые можно и вовсе прямо сейчас выводить на потребительский рынок. Делаю изделия из бумажной лозы. Вот такие корзинки и коробы. Она для всего подходит. Для всяких там хлебница, может, для детей, там, например, канцелярия или то всякие ключницы и так далее. Для всего подходит. Визитка Ковяйского улуса является карась. Мы сделали разные блюда из карася и из рыб, которые обитают в наших озерах и рек. Самим детям в силу их возраста на фестивале особенно понравился агроквест. Самое веселое было это агрокоптеры. Самое интересное то, что там можно делать. И самое физическое тоже. Интересно было там, как провели, как играли в бадминтон, как в дартс кидались. Очень классно было. Но мы были на всяких олимпиадах. Например, олимпиада по истории. Играли в зале дартс.
Понравилось? Угу, понравилось. Олимпиаду как написал, как думаешь? Ну, я угадал на 500 баллов. Но Агроквест – это не только игры, но и различные познавательные мастер-классы. Победители зарабатывают агрорубли, которые потом потратят в самом настоящем агромагазине. В общем, мотивация для команд подкреплена не только грамотами и медалями. А вот итоги фестиваля подведут к концу второго дня программы – 1 апреля. Сарглана Неустроева, Артумен Наговицын, Якутск. Здесь только лучшие, больше 200 человек со всей Якутии собрал слет движения первых района на республиканском уровне, представляют победителей муниципальных этапов. Как прошел первый день слета и чего ожидать от следующих, узнаем в следующем материале. Республика Саха-Якутия – самый большой регион в России. Этот факт юные якутяне, конечно, знали и до этого. Но всегда можно знать больше. И не только про себя, но и про другие этносы. В год единства народов на это обращают особое внимание. Поэтому активности слета движения первых посвящены именно этому – погружению в культуры России. В этом году у нас год единства народов России. В этом году мы делаем очень сильный на это упор. Сейчас у нас проходят конкурсные испытания. Соответственно, у нас все районы обязательно проводят игру на взаимодействие в команде. У нас игры с залом происходят. И также сейчас мастер-классы они показывают, полезные советы первых, как использовать, скажем, компетенции лидерства в жизни. Детям дали возможность показать себя в качестве организаторов. Игры и мастер-классы ребята придумывали сами. Оценивают качество подготовки эксперты. Они и определят, школьники из какого района провели мероприятие лучше всех. Прежде всего здесь командный дух, даже во внешнем виде. У нас с девочками из нашего района одинаковые прически, все одинаковое, очень красиво. Выиграть хочет каждый, но все равно на слете царит дружба. Для этого помимо командного деления существуют еще и отряды, чтобы активисты могли познакомиться с представителями движения первых из разных уголков Якутии. Смело можно сказать, что эта идея воплотилась успешно. За очень короткое время уже успели хорошо сплотиться, уже придумали девиз, название, поиграли в много игр, уже друг друга по именам называем, запомнили. То есть прям отряд прям очень быстренько сплотился, такой все веселые, классные ребята. Завершится слет 2 апреля. Тогда же мы узнаем имена победителей. Но координаторы подчеркивают, тут нет проигравших, ведь опыт и новых друзей не купишь ни за какие деньги. Ржана Гармаева, Иван Саракаумов, Якутск. Приемная кампания в первые классы стартует в Якутии. С 1 апреля заявления будут приниматься во всех 36 муниципальных образованиях республики. Первый этап с 1 апреля по 30 июня, но на этом этапе принимаются заявления от родителей детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в первую волну документы подают льготники. Чтобы сэкономить время, родители могут заранее подготовить черновик заявления на портале госуслуг. Второй этап с 6 июля по 5 сентября. Заявления принимаются от родителей, независимо от места проживания ребенка. Профориентация стала ключевым направлением в коррекционной школе-интернате поселка Нижний Куранах. Ученики осваивают швейное и столярное дело. В настоящее время педагоги расширяют список востребованных специальностей для старшеклассников, чтобы обеспечить им надежную базу для будущего трудоустройства. О новых возможностях обучения узнали наши корреспонденты. Любимым предметом ученица 7 класса коррекционной школы-интерната 8 вида поселка Нижний Куранах Алина Алашкина называет урок технологии. Навыками кройки и шитья девочка владеет практически в совершенстве. А первые серьезные изделия Алина изготовила еще в 4 классе. Прихватки сделали, подушки шили, игрушки шили, много чего шили. Больше прихваток шили, чем игрушек. Недавно Алина стала победительницей республиканского конкурса по трудовому обучению для детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедшего на базе школы-интерната. О том, чтобы связать будущую профессию с пошивом одежды, девочка уже сейчас задумывается серьезно. Очень нравится, и я еще с 4 класса только начала шить все. Пока это все изучали, делали, все.
В коррекционной школе профориентация является приоритетным направлением образовательного процесса. Девочки осваивают кройку и шитье, а мальчики изготавливают из дерева как необходимые в быту предметы и мебель, так и сувениры. Педагоги рассматривают различные варианты, чтобы уже в старших классах школьники смогли осваивать перспективные специальности. Позволяет нам оборудование. У нас есть 2 хороших класса. Обучаться они будут у нас, чтобы наши дети по окончании 11 класса получили удостоверение швея 2 разряда и столяр 2 разряда. Производственная база в коррекционной школе-интернате имеется. Столярный цех и швейная мастерская оснащены всем необходимым. Гости школьных, поселковых и районных ярмарок неоднократно имели возможность оценить таланты ребят. А полученные профессии станут залогом благополучного будущего выпускников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает народный писатель Якутии, российский поэт, журналист, прозаик и драматург Владимир Федоров. В юбилейном году Владимир Николаевич подготовил к изданию свой новый бестселлер. Запускает сайт, посвященный своему творчеству от поэзии до драматургии. Премьера его постановки «Золотые слезы. Синей птицы» 28 апреля пройдет в Московском доме национальностей. Все подробности у Туяры Константиновой. Геология, фотография, путешествия, журналистика, литература, поэзия и театр. Увлечение Владимира Федорова – это отражение его многогранной личности. А еще это способ познания мира, самобытный творческий инструмент писателя, родившегося в далеком 1951 году в сакральном месте слияния 3 рек – Лены, Лунха и Вилюя. Ну вот Лена и вот примерно здесь Тастумус. Здесь Жиганск, здесь Якутск. Тастумус как раз находится почти посередине. Как новатор и первопроходец он на гребне всего неизведанного. С юношеской страстью Владимир Николаевич сегодня изучает нейросеть и создает с помощью искусственного интеллекта иллюстрации к собственным стихотворениям. Владимир Федоров. Миры писателя, мир поэзии, мир прозы, мир шаманов, мир приключений, мир сцены экрана. Очарованный объектив фото. То есть это ваше наследие? Да. Мой такой вот «Тайны самоцветов», «Голоса друзей». Вот, например, «Мир поэзии щелки». Мы еще не все сделали. И, например, вот стихи про африканских женщин. Якутянин Владимир Федоров востребован как современный российский писатель. В эти дни прозаик завершает сборник повестей по заказу издательства «Вече». Литературная интрига, в особенности жанра и тематики, который автором выбран как роман в рассказах о шаманизме Якутии. В детстве я очень часто видел сны такие, что за мной гонится медведь. За мной гонится медведь, я никак меня догнать не может, я от него убегаю на гору куда-то там, бегу через кладбище. И вот раз за разом, а потом я у исследователей венкийского шаманизма спросил, что этот сон значит. И он говорит, а этот сон, вот у ивенков одна из форм шаманской инициации. Типа, если бы этот медведь тебя догнал, он бы тебе мог передать этот дар. Ну какой мне дар, когда я октябренок, атеист, комсомолец. Вот. Но тем не менее получилось, что вот сделав какой-то большой круг, в 50 лет я написал одну книжку о шаманизме, другую, третью, четвертую. И вот сейчас этот роман в рассказах, да, это уже художественное произведение. В каждом рассказе присутствует тема шаманизма. Этим они и связаны. Якутскими реками и вот этой темой. Владимир Федоров работает во всех литературных жанрах. Его творческий путь – путь неутомимого труженика, исследователя, покорителя вершин, главная миссия которого – найти кратчайший маршрут до сердец своих соотечественников. Владимир Николаевич знает вся Якутия, и мы им гордимся. Я его считаю одним из своих наставников. Я ему благодарю всегда за ту помощь, которую он оказывал, и советами, и практическими делами. И, конечно, безусловно, мы его знаем как народного писателя Якутии. И он до сих пор остается патриотом нашей республики, всегда общается и продолжает сотрудничать с нашими творческими коллективами. В ближайшие месяцы театр приедет, и будет представление в честь 75-летия Владимира Николаевича. Мы очень рады всегда его поддержать как человека творческого и как
якутянина, да, который всегда гордится своей республикой. Туяра Константинова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. Бассейны, спортзалы и новые площадки. В Якутии продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В Жатае дети и взрослые занимаются плаванием в бассейне «Олимпия», который был возведен в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», инициированного президентом страны. Подробнее в сюжете далее. Бассейн «Олимпия» – объект, который ждали здесь не один год. Строительство началось еще в 2008-м и долгое время оставался незавершенным. В сентябре 2019-го он открыл свои двери для посетителей. Сегодня это полноценный спортивный комплекс, ежедневно принимающий детей и взрослых. Одними из тех, кто занимается в бассейне, являются ученицы 4 класса Жатайской школы номер 2. Они тренируются в группе начинающих, уверенно держатся на воде и постепенно улучшают технику. Я хожу в бассейн уже почти 2 года. Мне нравится заниматься. Я плаваю в 2 стиля. Это вольный стиль и на спине. На первых соревнованиях я заняла 1 место, я была очень рада. Ну и я прошла соревнований 10, наверное, за 2 года. Я занимаюсь полгода. Мне очень нравится, так как это мой 3-й дом, не считая школы и дома. Мне тут очень нравится, тут всегда такой позитив, веселье. Тут очень много места, очень светло, тут даже под водой можно увидеть свет. Всего в бассейне занимаются порядка 240 детей. Занятия ведут квалифицированные тренеры, многие из которых имеют значительный практический опыт. Один из них – Виктор Данилов. В профессии он уже 4 года. Этот бассейн самый лучший. По чистоте номер 1, я бы так сказал. Условия хорошие, все устраивает. Есть дети, которые только начинают осваивать, есть дети, которые уже умеют плавать, держаться на воде. Соответственно, у них есть большие перспективы, и я работаю над ним на максимум. Площадь комплекса около 1500 квадратных метров. В бассейне созданы все условия для комфортных занятий спортом. Тренировки проходят по нескольким направлениям, от базового обучения до совершенствования техники для более опытных пловцов. Конечно, это была мечта всех жителей поселка Жатай. За это огромное спасибо, конечно же, нашему президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который очень большое внимание уделяет развитию спорта. Развитие спортивной инфраструктуры в республике продолжится и дальше. До 2027 года запланировано строительство и модернизация новых объектов. Это позволит сделать занятия спортом еще доступнее и вовлечь в активный образ жизни больше якутян. Даяна Федорова, Джулстан Накентьев, Якутск. В Якутске на Белом озере прошли ежегодные лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди школьников. На старт вышли более 10 команд из общеобразовательных и коррекционных школ города. Тему продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Белое озеро на время превратилось в спортивную трассу. Здесь собрались юные лыжники, чтобы побороться за лучший результат и поддержать свои команды. Участники соревнуются в личных гонках на дистанции 1 километр и в командной эстафете. Турнир проходит уже в 5-й раз, и в этом году он собрал более 80 участников. Я уже 4 года занимаюсь лыжами, и это очень весело, это очень хорошо, это очень хороший вид спорта. Команда очень дружная, ребята тоже дружные. Сама мотивация идет то, что и лыжи, и друзья. На трассе как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь в лыжном спорте. В этом году значительно расширилась география соревнований. К гонкам присоединились команды из Нюрбы, Татинского и Намского районов, а также учащиеся 15 школ Якутска. Погода немножко подвела, но все равно настрой хороший. Я рассчитана на победу, как и все мои ребята. У нас вот недавно прошел улусный конкурс по лыжам, поэтому у нас очень хороший настрой. Но нас немножко мало, но все равно мы все очень дружные, поэтому, мне кажется, мы победим, результаты будут хорошие.
Соревнования посвящены памяти инициатора стартов Николая Мурзина. Ранее он вместе с сестрой Ириной Бурцевой готовил трассу и организовывал турнир. Мы всегда хотим, чтобы спорт привлекал детей, и он был любимым. И, например, я как директор школы лыжные гонки ввела в уроки физкультуры, поэтому мы в марте месяце вся школа выходит на лед, и это трасса наших детей, и они очень любят этот вид спорта, поэтому я их всегда поддерживаю. Лыжный спорт в Якутии продолжает активно развиваться, объединяя все больше детей и подростков. Соревнования на Белом озере уже стали традицией, которая объединяет юных спортсменов и вдохновляет их на новые достижения. Лилия Бурцева, Виктор Дьячковский, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.